Барки Тачик предупреждает. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что компания может отключить свет. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Жители Худжанда получили сообщение от Барки Тачик, в котором ведомство призвало их экономно использовать электричество. В случае превышения допустимой нагрузки электричество будет отключено без уведомления потребителей. Это сообщение было отправлено на мобильные телефоны большинства абонентов худжандских электрических сетей утром 10 ноября. В беседе представитель худжандских электрических сетей сообщил, что норма потребления на одно домохозяйство составляет 5 киловатт электроэнергии в час. При этом он отметил, что цель отправки сообщения потребителям была не в принуждении об отключении электричества в домах, а в том, чтобы население экономнее использовало электроэнергию. Технический директор худжанской распределительной сети Джума Вахидов сказал, что если в начале ноября потребление электроэнергии составляло 2 миллиона киловатт-часов, то на сегодня увеличилось до почти 3 миллиона киловатт-часов. По его словам, это даже больше уровня потребления электричества прошлой зимой. Сейчас еще не слишком холодно, но жители Худжанда уравняли потребление электроэнергии с прошлой зимой, поэтому население предупредили о необходимости более экономного использования электричества, поскольку холода еще впереди. Люди должны обогревать одну комнату в доме, утеплить окна и дверь, чтобы тепло не уходило. Мы обеспечиваем электроэнергией всех жителей Худжанда, но просто хотим, чтобы они экономили и использовали меньше энергии, сказал Вахидов. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь люди просто хотят отапливать свои дома и ни в чем не нуждаться. А теперь придется сидеть вообще без электроэнергии. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам жителей города, с начала ноября стало холоднее, что и вынудило их переключиться на обогревающие электроприборы. Потому что обогревать квартиры во многоэтажных домах другими способами невозможно. При этом жители отмечают, что экономят электричество и без предупреждения Барки Тачик. По словам жительницы Худжанда Саадат Салибоевой, члены их семьи зимой живут практически в одной комнате квартиры в многоэтажном доме, поэтому не употребляют слишком много электроэнергии. При этом она отметила, что экономить электричество их заставляет дороговизна электроэнергии. Мы пользуемся электричеством, у нас нет выбора. Или нам жить в холодном доме. С 7 часов утра, как встаем, света нет. Газа у нас тоже нет. А если покупать, то очень дорого. Не знаем, деньги тратить на отопление или на другие бытовые нужды. Нашей пенсии ни на что не хватает. Сейчас повсюду пандемия. Один человек дома заболевает, все заболевают. У меня дома 2 маленьких внука. В другом нашем доме 6 внуков. Ставили вот такие печи, но дрова сейчас влажные, уголь дорогой, возможностей нет. У нас маленький внук, которому 2 недели. Вот привели домой и уже заболел. В этом году говорили, что ограничений не будет, и вот внезапно начали отключать свет. Мы экономно расходуем электроэнергию в соответствии с нашими финансовыми условиями. При этом своевременно оплачиваем счета за свет. Разве мы не имеем права использовать его, спрашивает она. По словам другого жителя Худжанда, Набиджона Махмудова, зимой счета за электроэнергию вырастают в несколько раз, что сказывается на финансовых возможностях домохозяйств. Поэтому большинство жителей тратит энергию экономно. Холодный сезон еще впереди, но количество потребляемой электроэнергии уже увеличилось. Однако у большинства домохозяйств нет другого выбора, кроме как использовать для обогрева электричество, особенно сложно семьям с детьми. Например, если я сэкономлю 50 самани на электричестве и из-за холода в квартире, не дай бог, кто-то из членов семьи заболеет, то на лечение я потрачу как минимум до 500 самани, говорит он. Кроме этого, по словам жителей, в этом году выросла цена на сжиженный газ, который ранее можно было использовать для приготовления пищи. Это также вынудило их перейти на электричество. Жители говорят, что сами заинтересованы в экономном использовании электричества, но другого способа жить и обогревать комнаты во многоэтажках нет. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что Таджикистан делится электроэнергией с другими странами, при этом даже не может обеспечить свое население? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!